Всем привет, меня зовут Адиль, мне 19 лет, и я татуировщик. Рисую я с детства и почти всегда любил рисовать портреты. Первыми моими портретами были Аль-Фараби, Абай и казахские батыры. Далее я увлекся аниме и рисовал аниме-персонажей. Потом на уроках в свободное время, в любых свободных местах рисовал глаза и каждым разом пытался нарисовать их более реалистичнее. Потом я так перешел на рисунки портретов в реализме. В 2015 году я начал развивать это и понял, что хочу будущую профессию связать именно с рисованием, так как я хочу получать удовольствие на своей работе, ну и зарабатывать этим. В конце 2017 года я начал заниматься татуировкой и думал, буду развивать стиль реализм. Но через годик-полтора мне наскучило это, мне захотелось добавлять что-либо своего, и я начал немного добавлять мрачности в работы. Летом 2019 года я начал пробовать себя в леттеринге, то есть рисовать буквы и добавлять их в портреты или в рисунки животных. Но делал я это уже на татуировках, так как рисовать было не так интересно и не особо было времени на это. В данный момент мне удобнее и легче реализовывать свои идеи и задумки на коже, так как я уже привык к коже, ко всем техникам нанесения, и мне немного тяжеловато изобразить на бумаге то, что я представляю уже на коже. Сейчас пробую себя в диджитал, то есть рисую планшетом, там немножечко легче передать те техники, которые можно сделать на коже, но к этому нужно привыкнуть. Осенью 2019 года я начал пробовать себя в каллиграфии, то есть учился писать, но писать мне интереснее было не совсем читаемые надписи, то есть изменять форму букв так, как хочу я. С каллиграфией немного мне сложнее, чем с леттерингом, так как в каллиграфии ты пишешь, то есть не прорисовываешь каждые буквы, а пишешь их, и у тебя нет особо права на ошибку. То есть как ты написал, так и выйдет. И очень тяжело сделать с первого раза что-нибудь красивое. Вдохновляет меня искусство, люди и природа. Искусство во всех его проявлениях, то есть это кино, музыка, изобразительное искусство, дизайн, танцы. В общем, любое искусство вдохновляет. Очень интересно следить за людьми, которые создают что-то, делают что-то и делают это очень красиво. Я очень люблю природу, особенно наблюдать за ней в деталях, то есть рассматривать небо или видеть каждые детали и растений, и животных, насекомых. Это очень интересно, очень вдохновляет и рождает некоторые идеи. То есть можно посмотреть на какие-нибудь формы в растениях тех же и использовать это в изобразительном искусстве. А также я очень люблю наблюдать за людьми, как они разговаривают, двигаются, жестикулируют, ведут себя в тех или иных ситуациях, что они чувствуют. Это все очень интересно и тоже вдохновляет. Даже если взять мои холсты, то в них написаны или строчки из песен, или описаны какие-нибудь чувства. То есть у меня есть холст спокойствия, есть холст тревога и несколько холстов со строчками из песен. То есть когда я слушаю музыку, у меня рождаются какие-то чувства и эмоции, которые хочется показать и выразить это в холсте. И я начинаю писать. И также с чувствами, то есть я чувствую тревогу, и мне хочется показать ее, как я ее чувствую, как я ее вижу. И я пробую написать это на холсте. Или чувство спокойствия. Мне и многим людям не хватает спокойствия, особенно сейчас, в этой ситуации, в это время. Спокойствие – это то, что нам нужно. И я хотел передать это чувство. Если рассматривать холсты, то я использую в основном баллончики и акриловые маркеры. Баллончики интересны тем, что результат всегда не очевиден, то есть я не знаю, что выйдет в итоге, когда беру в руки баллончики. И это очень интересно, так как я каждый раз узнаю что-то новое, пробую что-то новое, и результат того стоит.
каллиграфии очень мало и каждый раз экспериментирую. Не всегда выходит что-то классное, и никто не знает, сколько неудачных попыток под каждым холстом, который они видят. То есть они видят итоговый вариант, но под ним может быть 2 или 3 неудачных вариантов. Мне очень интересно развивать каллиграфию и леттеринг, но я хочу пробовать что-то новое, создавать что-то свое, так как каллиграфии очень много, и она сейчас очень сильно популярна. Мне хочется добавить своего, что-то изменить, может быть. И я уже начинаю пробовать, пока что выходит так себе, но думаю, что что-нибудь выйдет с этого, точнее, надеюсь на это. Но в будущем я хочу развиваться в тату-индустрии, то есть развивать свой стиль, показывать себя, заявить о себе и, возможно, стать одним из лучших в тату-индустрии. А также в свободное время пробовать что-то создавать на холстах или на стенах, возможно, другие какие-нибудь проекты интересные. Очень люблю интересные проекты. Недавно расписывал манекен, получилось очень прикольно. И планирую расписать скейтборд, не знаю, что с этого выйдет. Мне всегда интересно работать с новыми материалами, с новыми формами. Но, по сути, в наше время художник должен быть бизнесменом, чтобы продать себя и показать себя. То есть есть очень много хороших художников, которые создают очень классные вещи, но их никто не замечает, и их работа стоит очень дешево. И также есть художники, которые делают какие-нибудь простые или не совсем красивые вещи, но из-за того, что они смогли себя продать, их работа стоит очень много, и они популярны. Ну и по сути в моей работе татуировщика это тоже очень важно, и мне нужно продвигать не как бизнес-проект, а как самого себя, то есть личный бренд и свою личность. Свои работы я размещаю в Instagram, в ВК и сейчас начал публиковать видео в TikTok. В настоящее время я работаю над развитием себя в татуировке и в рисунке. Экспериментирую, пробую новые моменты. Также я работаю над новым проектом, который будет совсем иным. Я думал о нем 2 года, в феврале начал работу, и в ближайшее время планируется анонс. Если кому интересно, можете подписаться в Инсте и следить за новостями. Скоро их будет очень много буду продвигать этот именно проект, так как он только новый, только зарождается. Я надеюсь, что получится очень круто.